Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Государственном русском драматическом театре готовится премьера детского музыкального спектакля «Волшебник изумрудного города». Режиссером-постановщиком из Санкт-Петербурга приглашена Людмила Манонина-Петрович. И сегодня она гость нашей студии. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, давайте в начале вашей работы в Санкт-Петербурге. Вы являетесь художественным руководителем театра «Ковчег». Его называют семейным театром. Что это за формат? Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем театре. Наш театр – театр для всей семьи. Ну, для меня это принципиально важная позиция. Мне кажется, на любой спектакль, который значится в афише как спектакль для детей, хорошо бы, чтобы родители приходили вместе с детьми, и хорошо бы, чтобы сидели они не отдельно, а сидели рядом со своим ребенком. Я, наверное, как ученица Зиновия Яковлевича Карагодского, который когда-то в свое время он был таким противником культпоходов, а он был сторонником семейного театра, семейных спектаклей и спектаклей для семейного просмотра. Я думаю, что я наследую традицию его в этом. Мне кажется, вместе прожитое на спектакле событие становится потом частью эмоциональной памяти, и родителям и детям есть что обсудить. И поэтому мне важно это не только в детских спектаклях, но и в спектаклях для подростков. И у нас так в театре «Ковчег» сложилось, что бывают спектакли, на которые приводят класс, а потом эти дети приходят и приводят своих родителей. На этот же спектакль. На этот же спектакль, потому что, как потом они говорят, что что-то они пытались объяснить, но они не смогли. А в спектакле это их настолько задело, и они поняли, что, наверное, так будет родителю понятней. И потом подходят родители и благодарят за то, что они поняли, что вот им хотел ребенок донести. И кто-то даже благодарит за то, что они не потеряли детей, вот, прожив что-то такое вместе. Поэтому в наш театр приходят родители, дети, взрослые. У нас не ТЮЗ, поэтому есть спектакли для детей 6+, есть для подростков, есть для взрослых. Но, в принципе, это очень важно, чтобы на детских спектаклях были вместе. Ну, давайте по постановке, от которой работаете вы сейчас. Насколько я знаю, она будет кардинально отличаться от традиционного детского спектакля, ну, как бы в общечеловеческом понимании. Что там будет такого необычного, что интересного и что ждать зрителей? Я не могу сказать, что она будет кардинально отличаться от детского спектакля в общечеловеческом понимании. Мне кажется, что это будет спектакль для детей. Наверное, отличаться будет только тем, что это будет не традиционный мюзикл. Да? Это не будут песни и танцы. И когда вы сказали о том, что это музыкальный спектакль, он весь построен на музыке. И музыкальный фон, музыкальная канва, которая идет на протяжении всего спектакля, замечательно подобранная Иваном Чайкой, присутствует. Но мне очень важен разговор на равных, доверительный разговор на очень важную тему. Потому что каждый спектакль, на мой взгляд, это открытие себя, это путь к себе. А в этом спектакле, как ни в каком другом, наверное, это проявляется. Потому что весь путь Элли – это путь к себе. И фраза, с которой начинается ее путь, которую говорит добрая волшебница Веллина – этот путь ты должна пройти сама. Тебя ждут опасности, приключения, испытания, но этот путь ты должна пройти сама. Поэтому это путь к себе. И это будет весело, это будут замечательные артисты, они это делают так легко, искренне, заразительно. Но здесь очень важна тема. Ну, если говорить о детских спектаклях, которые вы ставите в Санкт-Петербурге, то какой-то новый подход, потому что все-таки зритель другой, скажем так, дети немножечко сейчас другие. Как вы находите подход к современному детскому зрителю? Мне кажется, человек, он всегда человек. А, как говорил Брянцев, для детей нужно ставить так же, как для взрослых, но только еще лучше. Поэтому, если это будет честно, искренне, то это, я надеюсь, заденет какие-то струны души, и разговор состоится. Потому что это должен быть такой диалог на равных со зрителем. И в каждом спектакле есть тема, на которую мы разговариваем. Вот эта тема
путешествие к себе, и на этом пути человек находит друзей, человек учится дружить. Наверное, это вечные ценности. Поэтому если говорить о том, что мы именно для современного зрителя даем, да, для нынешнего, замечательный художник Анна Маркус, с которой мы поставили уже не один спектакль, она придумала такое решение художественное, когда все это очень красиво, это очень красивые костюмы. И возникает, поскольку все, что возникает, это возникает в воображении Элли. И вот этот воображаемый мир, который здесь как в мультфильме, как в раскраске, он тут же возникает на наших глазах. Мне кажется, это будет интересно, узнаваемо и очень красиво. А я думаю, во все времена возникающая красота, на которую можно смотреть и не отрываясь, это, ну вот. Вот вы сказали, что у вас в театре есть спектакли и для детей, и для подростков, и для взрослых. А если брать творческую составляющую, все-таки какой спектакль легче поставить и почему? Я не думаю так, что поставить легче, что поставить трудней. Наверное, если есть тема и открытие этой темы, разговор на эту тему, он каждый раз, это всегда нелегко, но это всегда интересно. И Зиновий Яковлевич Карагодский, он говорил нам всегда: а кто вам сказал, что будет легко? Легко не бывает. Но преодоление этих трудностей, это всегда интересно, потому что только тогда происходит, опять же, открытие, только тогда осознание, рождение чего-то нового. Поэтому мне интересен тот материал, в котором заложена какая-то тема, интересная, интересующая меня. А в этом материале она есть. А как тему вы выбираете? Всегда по-разному. Но в данном случае Александр Лобанов, директор театра, он предложил мне этот материал. А поскольку это любимая история детства, и читала я, перечитывала не раз, и вот так получилось, что год назад, вот была я у мамы в деревне в Костромской области, взяла книжку в библиотеке, ту же самую, которую читала в детстве, те же самые странички, те же самые картинки. И это возвращение в детство, вот так случилось, что через год предложили мне поставить. Конечно, я сразу согласилась, потому что и тогда мне это было интересно, а сейчас я поняла, что в этой истории заложена такая глубина, там настолько есть о чем говорить, о чем думать, поэтому иногда бывает так, что тема вот просто она прилетает из воздуха, и я понимаю, что вот вдруг там что-то... Я не знала, например, пьесы «Папка», но так получилось, что вот там чуть ли не во сне «Папка», я нашла автора, и этот спектакль «Жили-были», он идет в нашем театре уже 9 лет практически. Вот, поэтому каждый раз поиск материала, это, наверное, по-разному складывается, но самое главное, чтобы этим материалом заболеть, а вылечиться его как бы постановкой, потому что в этом процессе происходит какое-то вот такое, опять же, открытие себя в этой истории. Потому что, нельзя же так, если мы проводим месяц или полтора, работая над этим материалом, то есть если это просто ни про что, то это выброшенный кусок жизни, а он не повторится. Поэтому если за это время произошли открытия и важные для меня, значит, все не зря. А здесь они, как произошли. Замечательный автор, и я каждый раз открываю для себя что-то новое. Например, лев, который считает себя трусом, на самом деле он совсем не трус. Он просто считает себя трусом, он не верит в себя. А ведь это настолько проблема многих из нас, да? Мы не верим в себя, мы не верим там, в свой талант, мы не верим в себя. И когда волшебник ему говорит, что каждый человек боится, но смелость в том, чтобы преодолевать страх, а вы свой страх преодолевать умеете. Замечательная фраза. Помним ли мы об этом? А этот детский спектакль, эта детская история, как будто бы, она напоминает нам, что все могут бояться, но смелость в том, чтобы преодолевать боязнь. Понимаете, какие вещи? А если это ребенок услышит, если это будет искренне и честно, то с чем он пойдет дальше в жизнь? То есть такая вот воспитательная функция очень важная здесь присутствует. Мне кажется, как бы там кто-то что-то ни говорил, я считаю, что у театра есть эта функция, она есть.
но не морали читать с высокой трибуны, не с лозунгами выходить, а так увлекательно позволить зрителю прожить эту историю, чтобы это стало его собственной мыслью и его собственным открытием. Что дает вам работа в других театрах? Все-таки это какой-то бесценный опыт, это знакомство с новыми артистами или это поиск и находка каких-то новых ходов и идей? Ну, это каждый раз интересно. Это, ну вот здесь, например, я встретилась с замечательными, очень талантливыми артистами. Очень талантливыми. И я поняла, что особенность, наверное, вот Якутска и Якутии – это какое-то потрясающее чувство юмора. Может быть, по-другому нельзя, потому что в 50-градусный мороз замерзнуть можно. Но вот это чувство юмора, способность импровизировать, потому что актер, способный к импровизации – это очень хороший актер. Не к импровизухе, да? Никогда что попало, то скажу, а именно к импровизации хорошей актерской. А это умение и вкус к этому здесь есть. Поэтому, если говорить о конкретном театре в Якутске, это радость при всех трудностях, которые бывают каждый раз при постановке нового спектакля. А этот спектакль – это большая книга, вы видели, да? И нужно успеть еще в 1:20. И сейчас мы пытаемся, чтобы это было по хронометражу, там мы не выскочили из этого времени. Потому что все-таки понимаем, кто к нам придет, вот какого возраста зритель. Но мне было бы очень важно, чтобы все-таки не увидели это, что это 6+. Потому что те, кто младше, это другой формат спектаклей для этих зрителей. И немножечко еще не их тема. Поэтому не зря на афише крупными буквами и цифрами написано 6+. Вот. Поэтому, опять же, работа здесь, это какое-то увлекательное путешествие к себе. Напомните, когда спектакль будет? Премьера спектакля 27, 28, 29 декабря и весь новогодний марафон. Я благодарю вас за увлекательную беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаю вам дальнейших творческих успехов. Большое спасибо. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях была режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Людмила Манонина-Петрович. До встречи в эфире.